Merhaba Roshen. Merhaba Ayşe, nasılsın? Erşekші сағыл. Насыл дульбер, бақ орталыққа. Что ты так кричишь? Что ты там увидела, Айше? Я говорю, насыл дульбер, посмотри кругом. А ты не заметил? А тут не заметишь. Стоишь, кричишь посреди парка. Всех ворон и голубей распугала. Скоро уже и утки с лебедями занервничают. Сейчас ты занервничаешь. Ну-ка, скажи на родном языке. Воробьи, вороны, утки и лебеди нервничают. А как будет по-крымско-татарски нервничать? Ну, у этого слова на самом деле очень много синонимов. Сынерленмек, асабиленмек, козгалмак. Но тот, который ты запомнишь раньше всего, нерваланмак. Нерваналар нервничают. Получается торгайлар, харгалар, папиллер, акушлар, нерваналар. Хорошо, правильно. Но есть еще один повод понервничать. Какой? Твое домашнее задание. И сегодня я его проверю сама. Первое задание. Бірінші вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Сіз китапханеге кетесіңізмі? Бет, біз китапханеге кетеміз. Сен Ялтада яшайсыңмы? Жоқ, мен Ахмезжитте яшайым. Сенде китап бармы? Жоқ. Сен қырым-татар желафетесіңмі? Бет, я сен. Второе задание. Эконджи вазифе. Переведите предложение на русский язык. У тебя есть ручка? Да. А у тебя есть? Он юрист? Нет, он инженер. Они едут в Карасув-базар? Нет, они едут в Гурзуф. Вы говорите по-крымско-татарски? Да. А вы? Все правильно. Добру. Так, давай теперь все-таки поговорим о красоте. Любое время года в Крыму прекрасно, а мы с тобой кроме зимы о других сезонах пока и не говорили. Сначала вспомним зимние месяцы. Так, кыш – зима, иль кыш-айы – декабрь, кара кыш-айы – январь, Кара, кыш, айы. кара кыш-айы – январь и кичикай – февраль. Но давайте все-таки поговорим о весенних месяцах. Хорошо. Март – сабан айы. Сабан – это плуг или же саха, то есть дословно месяц плуга. Сабан айы – март. Довольно логично, ведь именно в марте начинаются полевые работы, и наши предки выходили в поле пахать. Угу. Кстати, пахарь – сабанже. Чем отличается, по-твоему, апрель? А апрель, становится все теплее, деревья начинают цвести, распускаются цветы. Точно. Цветы – это визитная карточка апреля. Именно поэтому его назвали чечек-айы, от слова чечек – цветок. Чечек – цветок, чечек-айы – апрель. Интересно, а как тогда называется май? Май в Крыму, хоть еще и весна, но так тепло, что уже почти лето. И поэтому его назвали Курал-ай, от слова курамак – соединять. А еще его называют майес. Куралай – май. Довольно логично. Как же все-таки точен наш крымско-татарский язык? Ведь именно май соединяет весну и лето. А теперь давай повторим все весенние месяцы. Сабан айы – март, чечек айы – апрель и Куралай – май. Да, все верно, молодец. Якшеначехом. Эпосны сатын алырым. Звонила твоя мама? Да, и поручила мне купить кое-что. Ты поможешь мне? Сен мана ярдым этерсынмы? Ярдым этмек помогать. Обед, ярдым этерм Айше. Тогда пойдем по дороге поговорим. О чем же нам поговорить? Весна, цветы. Цвет. Точно, поговорим о цвете. Итак, цвет – ренг, тюс. Цветной – ренг-ле, тюс-лю. Начнем с цветов спектра. Итак, красный – кырмызы, оранжевый – портакал, тюс. Апельсин по-крымско-татарски тоже портакал. Поэтому дословно портакал, тюс. Цвет апельсина. Желтый – сары. Так, кырмызы, портакал, тюз. Портакал, тюс. Кырмызы, портакал, тюз, сары. Дальше. Ешель – зеленый. Кок – голубой. Маве – синий. Фиолетовый – мор. Айше, мен не рвала нам. Не рвала нам. Мен не рвала нам. Ты думаешь, все это можно сразу запомнить? Я даже записать на ходу не успеваю. Ну, хорошо, тогда просто повторяй за мной. Итак, ешель – зеленый. Ешель – зеленый. Голубой – кок. Как небо. Небо – тоже кок. Кок – голубой. Маве – синий. Так, мавы – синий. Фиолетовый – мор. Мор – фиолетовый. Айше, мен болдырдым. Осталось всего 3 основных цвета. Черный и белый ты уже знаешь. Кара, беяс. И основной последний цвет – каверенке, коричневый. Хаве, ренке, кофе и цвет. То есть цвет кофе. Но это я однозначно запомню. Кстати, может, пойдем куда-то и выпьем кофе? Да, мен разы. Я согласна. Разы – согласный. Разы. Я запомню.
Все записал? Давай теперь закрепим твои знания о цветах. Я буду подбирать слова, а ты будешь говорить к ним подходящий цвет. Мен разым. Карга, аккуш. Ага, карга – это ворона, а куш – это лебедь. Кара – карга и бияс – акуш. Угу. А теперь переведи 5 оранжевых апельсинов и много красных помидоров. Беш – портокал, тюслю – портокал, чок – кормазе – помидор. Угу. А теперь поработай с частицами ми и м. Видишь ли ты те зеленые листья? Лист, япрак. Так, ну тут нужно будет подумать. Получается, сен буешель, япрак кларна, коресинма. Добро. А теперь ответь на мой вопрос. Кунеш сарема, кок кокма, Эбет, кунеш, сарыдер, кок, кокна, коктор. коктор. Вот так играючи мы повторили с тобой множественное число, вопросительные предложения и аффиксы сказуемости. И еще выучили новые слова о весне и цветах. Поэтому осталось только домашнее задание. Первое задание. Выренджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Второе задание. Экэнджи вазифе. Переведите предложение на русский язык. Третье задание. Учинджи вазифе. Просклоняйте, используя аффикс сказуемости.